Принято решение провести детальную инвентаризацию законов Кыргызской Республики, в связи с чем создана межведомственная экспертная группа, в которую входят руководители министерств, ведомств, депутаты Джугурку Кенеша, независимые эксперты, представители международных и неправительственных организаций. Они рассматривают имеющиеся законы и акты, разрабатывают рекомендации о том, нужен ли тот или иной закон и как он работает. В эфире Ало-24 вы смотрите программу «Еще не вечер». С вами сегодня я, Надежда Усова. Так что же такое инвентаризация законов и для чего она проводится, поговорим с заместителем министра юстиции Канатбеком Сманалиевым. Добрый день. Итак, скажите, пожалуйста, что это такое инвентаризация? Да? То есть это специфичный все-таки момент для Министерства юстиции. Расскажите, для чего она проводится, инвентаризация, и почему именно сейчас? Спасибо. Но мы с момента прихода президентом нашего государства Садыра Джапарова было подписано ряд указов. И один из этих указов, это подписанное было 8 февраля, о проведении инвентаризации законодательных актов Кыргызской Республики. С целью реализации этого указа правительство Кыргызской Республики издало распоряжение о создании экспертных рабочих групп, куда вошли, как вы правильно сказали, это депутаты Джугурку Кенеша, это представители Генеральной прокуратуры Верховного суда, это независимые эксперты, а также представители неправительственных организаций. Всего создано 6 экспертных групп. 6 экспертных групп будут работать в разных отраслях права. То есть у нас законы принимаются в зависимости от отраслей права. Если взять, допустим, конституционное право, то Конституция. Если мы говорим уголовное судопроизводство, то мы говорим уголовный процессуальный кодекс и так далее. Но речь идет, вы правильно отметили, это инвентаризация законодательных актов. Давайте возвратимся в прошлое. 2001 год. Это год, когда действительно в нашем государстве проводилась инвентаризация наших законодательных актов. Прошло ровно 20 лет. И, наверное, наступило время, когда необходимо провести инвентаризацию законов. Что значит настало время? Что они плохие, что-то в них, что-то есть и так далее. Да дело в том, что общество должно работать с такими законами, где нету пробелов, где нету противоречий, где нет коллизий. И вот если смотришь на эти законодательные акты, которые сегодня у нас есть, я имею в виду законы, то действительно присутствуют коллизии, присутствуют противоречия, присутствуют пробелы. И вот цель инвентаризации – приведение их в соответствие, и чтобы наше общество, граждане нашего государства действительно работали с теми законами, которые бы не имели в своей системе вот этих коллизий и противоречий. И, на мой взгляд, очень правильно сделан шаг, вот когда именно мы на сегодняшний день проводим инвентаризацию этих законов. Скажите, пожалуйста, вот давайте остановимся подробно на именно экспертной группе, да? Из кого она будет состоять, кто будет входить в эту экспертную группу? Я знаю, что будет 6 групп, да, и они будут, получается, работать по своим отраслям. Подробно расскажите, как они будут работать и над чем будут работать. Уже есть распоряжение правительства, где эти 6, экспертных групп созданы. Они есть уже 6. Они в различных отраслях права. Допустим, в конституционном устройстве есть. Есть группа, которую возглавляет, допустим, министр образования, это касающийся образования. Здравоохранение есть отдельная, экспертная группа, транспорта есть. Почему именно созданы такие экспертные группы? Потому что законы приняты именно в конкретных отраслях деятельности,
в транспорте, в образовании, в здравоохранении и в других отраслях. И вот поэтому создаются эти экспертные рабочие группы, то есть созданы. И уже этим экспертным группам дано поручение. Какое поручение? Провести, вот повторяюсь, инвентаризацию стратегий, программ, концепций, законов. Но есть в указе те законы, которые не будут подлежать инвентаризации. Это конституционные законы, это кодексы, которые не будут подлежать инвентаризации, и несколько законов, допустим, закон о бюджете соцфонда, допустим, вот эти, значит, будут оставаться в том виде, в котором они есть. А вот такие конкретно регулирующие конкретную отрасль права, их нужно действительно инвентаризировать. И, наконец-то, хочу сказать, да, мы живем в 21 веке, 21 век шаг за шагом требует новые законодательства, разработку новых нормативных актов. Почему? Потому что общество не стоит на месте, оно всегда находится в развитии. Угу. Ну вот вы сказали, что 20 лет не проводилась инвентаризация законов, да, и нормативно-правовых актов в целом. Вот за этот период накопился багаж этих законов, да, и вот расскажите, пожалуйста, сколько законов сейчас предстоит разобрать в межведомственной группе? Вы правильно сказали, вот 20 лет, и я в своей речи об этом сказал, что не было этой инвентаризации. Но нужно сказать, что в эти законы вносились изменения и дополнения. Почему вносятся изменения и дополнения? Потому что, наверное, вносятся изменения в Конституцию, давайте возьмем вот 2010 года, вот давайте было в 2016 год. Вот, наверное, в связи с этим вот и совершенствовались наши законодательные акты. И вот на сегодняшний день нам нужно провести инвентаризацию около 400 законов. Угу. Достаточно много, получается, потрудиться придется, да, в межведомственной группе. Скажите, пожалуйста, какая уже работа проведена? Вот уже с 18 марта, да, вы уже начали работать. Какая уже работа проведена в этом направлении? Была первая встреча. Первая встреча, она произошла 18 марта, проходила под руководством нашего вице-премьера, господина Кармшакова. Вот, было озвучено об экспертной рабочей группе, было, значит, дано поручение каждому экспертной группе, вот именно нужно, в первую очередь сказать, нужно проводить инвентаризацию. Второе, это сказал, что разработать необходимо и внести в аппарат правительства Кыргызской Республики в установленном порядке закон о прекращении действий законов, ныне действующих законов. То есть этот закон нужно прорабатывать. Регламент работы именно этого, значит, экспертной группы. Вот такие моменты, вот эти вопросы были разрешены на первом заседании. Более того, на основании этой экспертной рабочей группы, их 6, будут созданы еще подгруппы, где уже тоже будут входить представители неправительственных организаций, гражданское общество, которые всецело, чтобы знали, все общество знало, что действительно в нашем государстве началась инвентаризация законов. Угу. Ну, достаточно большой, да, объем предстоит проделать. Вот скажите, пожалуйста, с чего планируете в первую очередь начать? Вот 400 законов, да, нужно разобрать все законы, чтобы действительно определить, которые необходимо оставить, которые все-таки уже исчерпали себя, да, может быть, такие. Вот скажите, пожалуйста, какая работа предлагается сделать, какую работу вот первоочередную? Вот я вам сказал, значит, создано 6 экспертных групп, рабочих групп. Угу. Они будут работать по соответствующей, значит, отрасли, по своей соответствующей отрасли. Допустим, возьмем Министерство образования. Так. Вот Министерство образования для
регулирующую деятельность Министерства образования, есть закон Кыргызской Республики об образовании Кыргызской Республики. Правильно, да? Вот теперь вот этот закон непосредственно будет касаться этой экспертной рабочей группы, и эта экспертная рабочая группа будет приводить в порядок данный закон. Вот как будет рассматриваться тот или иной закон. Вот так будет распределяться тот или иной закон тому или иному государственному органу. Кроме этого, каждый государственный орган должен представить Министерству юстиции свою кандидатуру, которая будет именно конкретно работать над этими вопросами и будет оповещать, как решать дальнейшие эти вопросы, а уже Министерство юстиции своим приказом, значит, утвердит эти кандидатуры в состав подгруппы. Скажите, если вот все-таки экспертная группа решит, что те или иные законы все-таки они не работают или исчерпали себя уже, то что будет делать Министерство юстиции, как будут ликвидировать, возможно, эти законопроекты или акты, вот, как это будет проходить? Совершенно верно. Вот на первом заседании, значит, правительства по вопросу вот этой экспертной группы как раз-то было дано поручение, значит, в 3-месячный срок разработать законопроект в установленном порядке и представить правительству Кыргызской Республики закон о прекращении этих законов, о прекращении вот этих законов. Вот, пожалуйста, такое поручение было дано. И сейчас Министерство юстиции работает над этим законопроектом. И я думаю, на днях уже он будет вывешен на сайт на общественное обсуждение. А если все-таки депутаты Джогурку Кенеша решат, что все-таки этот законопроект должен, то есть закон, вернее, уже должен работать все-таки, и ликвидация его невозможна. Ну, если все-таки такое будет, что будет делать Министерство юстиции? Проблем нет. Если действительно, ведь над этими законами уже работали. Конечно. Работали. Значит, смотрите, закон уже есть, допустим, об образовании. Так. Его всецело на нет не сводят, просто вводят корректировки, возможно. Какие-то корректировки, какие-то есть коллизии с другими нормативными актами. Допустим, законом о здравоохранении есть. Вот надо приводить в порядок. Если есть какие-то оттенки, которые не отображают действительность, то, конечно, это право Джогурку Кенеша. Но я думаю, до сих пор этого и не может быть. Почему? Потому что есть представители Джогурку Кенеши, которые работать будут в этой экспертной рабочей группе и будут видеть эти коллизии, и будут видеть противоречия. И их надо снимать на местах. А уже Джогурку Кенеш должен представить тот законопроект, который будет работать в будущем. Сколько предполагается все-таки отсеять законопроектов? Есть ли такая информация? Вы знаете, такой информации на сегодняшний день нет. Почему? Потому что экспертная работа только была впервые. Первое заседание только было 18 марта. В последующих, когда уже начнут работать экспертные рабочие группы, вот тогда уже будет видно, какие законы надо ликвидировать, какие законы нужно прекращать, нужно, значит, приводить в соответствие. Вот 11 апреля у нас назначен референдум по принятию новой Конституции. Да? Скажите, пожалуйста, почему вот эта инвентаризация проходит именно не после того, как утвердят новую Конституцию, или же все-таки отклонят, а до этого? Расскажите, пожалуйста, почему такая сложилась необходимость? Спасибо. Дело в том, что принятие Конституции – это один вопрос. Да, действительно, все законы, все подзаконные акты, которые разрабатываются и принимаются, они не должны противоречить Конституции. Почему? Потому что мы все понимаем, что это основной закон. Но мы же говорим указ президента об инвентаризации. Инвентаризация, она нисколько не будет мешать именно принятию этой Конституции. Да,
этих законы должны соответствовать той Конституции, которая будет принята, я полагаю, что будет принята 11 апреля 2021 года. Но это не говорит о том, что до 11 апреля инвентаризация закончилась. И все на этом. Нет. 11 принимается до Конституции, инвентаризация проходит, Конституция, если примется, принимается, мы эти законы приводим в соответствие еще и с Конституцией нашей республики, которая будет принята на референдуме 2021 года 10 апреля. 11 апреля. 11, простите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну это дополнительная работа же будет проведена, да, если примут эту Конституцию, предлагаемую, да, для межведомственной рабочей группы будет дополнительная работа, то есть те 400 вопросов, да, будут проведена, да, то есть законов будет рассмотрено, и плюс еще, то есть приведение в соответствие с Конституцией. Какая работа будет проделана в этом направлении тогда, вот межведомственной группой? Вы знаете, я не считаю, что это дополнительная работа. Любой законопроект, я вам до этого сказал, он должен соответствовать Конституции нашей республики. Надо просто-напросто поднять потом эту Конституцию и привести эти законы с нормами Конституции. В Конституции есть такие разделы, такие главы, которые отражают нашу действительность, отражают нашу повседневную жизнь. Это и духовно-культурное строительство нашего государства, это форма правления, какова у нас, это какие ветви власти, как они сочетаются, как они работают между собой. И просто-напросто я полагаю, что это не будет дополнительной работой. Тот человек, который работает и работал с законами, он четко может прояснить вопрос, в сочетании его привести с Конституцией нашего государства. А почему вы сказали, что не будете рассматривать законы в кодексах? Там не подлежат рассмотрению вопросы, и там все вопросы, которые действенны и имеют актуальность? Ну, я на этот вопрос так отвечу. Во-первых, это не мои мысли. Это в указе так проговорено, что именно конституционные законы, именно кодексы не подлежат инвентаризации. Но я думаю, это правильно. Правильно. Почему? Потому что законы – это отраслевые. Уже отрасли. Вот я привел пример, например, закон об образовании. Пожалуйста, это отраслевой нормативный акт в виде закона. А вот кодекс – это уже не отраслевой. Кодекс – это конкретно регулирующий деятельность всего государства. Ну, я, например, приведу пример Уголовный кодекс. Вот, пожалуйста, составы преступлений, закрепленные в них, они уже есть в Уголовном кодексе, и они уже приведены в соответствие с действующей Конституцией. И я думаю, вот именно правильно в указе президента это оговорено, что вот именно вот эти нет необходимости на сегодняшний день проводить инвентаризацию. Я думаю, их нужно просто что сделать? Вносить в них изменения, дополнения путем совершенствования. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня на программу. Отведенное нам время подошло к концу. Напомню, мы сегодня беседовали о инвентаризации нормативно-правовых актов с заместителем министра юстиции Канатбеком Мойнуковичем Сманалиевым. Спасибо большое. На Лото 24 увидимся скоро. Спасибо.